С утра прям еле-еле себя вытаскиваешь из постели, потому что не досыпаешь, не высыпаешься, не отдыхаешь, тяжело. Нагрузка колоссальная. Привел себя в порядок в попыхах и бегом на работу. До того, как я начала работать, я была домохозяйкой, то есть мне супруг не разрешал работать. Мы с ним 22 года в браке, почти 17 лет я сидела дома. У нас в роду не было никогда адвокатов. Я единственный адвокат вообще. Всегда не нравилось, когда где-то в отношении кого-то какая-то несправедливость происходит. Круглый год мы заняты только тем, что мы работаем против насилия, боремся с насилием и пытаемся помочь тем людям, которые испытали это насилие на себе. Самая большая проблема, когда жертва обращается, зачастую она обращается поздно. Если это насилие происходит в семье, жены зачастую сразу не обращаются. Изначально они боятся, страх всегда превалирует. Обращаются уже после того, как либо расстались, либо они уходят из семьи. Но в данном случае сложно доказывать. Уголовное дело сразу не возбуждается. Пока не будут результаты экспертизы тяжести вреда здоровью, под стражу виновника не берут. Когда ты видишь радостные улыбки на лицах тех людей, которым ты смог оказать помощь, естественно, это очень такой толчок дает, энергию такую. Если в месяц взять пару дел бесплатно и оказать помощь тем, кто в ней нуждается и не может оплатить услуги адвоката, поэтому стала уже работать по этому проекту и оказывать помощь. Когда дети радуются, что мама дома, естественно, это тоже как-то немножечко дает такой вот всплеск позитивных эмоций, радости. Хотя бывает, да, когда сталкиваешься с проблемами системы, руки иногда опускаются, думаешь, прям обидно становится, как работать, зачем, что, как. Вот такие вот мысли мгновенно приходят. Но, тем не менее, зная уже о проделанных каких-то делах, оглядываясь назад, ты видишь, что больше ты сделал хорошего, смог, у тебя получилось. И опять-таки себе внушаешь, что у меня все получится, и дальше с боем вперед работаем.